Найдена могила еще одного осетинского солдата, погибшего на полях сражений Первой мировой войны. Поисками занимался атаман бельгийского отделения Союза казаков-воинов при посольстве России Роман Алиев. Он сразу же связался с республиканским МВД и попросил отыскать родственников павшего воина. Подробно обо всем Роман Алиев рассказал в интервью нашему телеканалу. Роман, сколько лет вы уже живете в Бельгии? С 2008 года, это получается, у нас сколько? 14, да? 13. Как часто вам удается быть в Осетии? Есть ли у вас здесь родственники? Поддерживаете ли вы с ними связь? Частенько бываем в Осетии, особенно летом, возим детей, сами отдыхаем. Родственников очень много, как со стороны супруги, так и с моей стороны. Как бы поддерживаем обязательную связь, без этого никак. Как удается быть так далеко от родины и одновременно близко к ее традициям? Это заложено у нас внутри у каждого, это стержень. И стержень никак не потерять, где бы ты ни находился. Как даже в песне поется, да? В любой части мира в душе бьется сердце Осетии. Правильно? То же самое. Безусловно, очень важно, находясь вдали от малой родины, помнить местные традиции, обычаи, язык. Насколько мне известно, вы большое внимание уделяете культурному просвещению. Какие именно мероприятия проводите, как приобщаете молодежь? Мы праздники отмечаем, клуб Джоргуба вот сейчас у нас будет. И как бы вот в таком ракурсе мы отмечаем другие праздники тоже. Васила, Хета Джибун, Табусану. Отмечаем также. Детей собираем, учим истории Северной Осетии, учим их нацкому эпосу, ознакомливаем их с творчеством Коста Хитагурова. Потому что есть такие дети, которые выросли здесь, родились здесь и живут более 20 лет, скажем, и ни разу еще не посещали республику. И мы стараемся не отставать, чтобы дети просветления росли здесь и знали, что где-то там в 5000 километрах родная земля, родная кровь. Сейчас в эпоху информационной войны, которая развернулась против России, очень важно беречь правду об истории своей страны, память об ее защитниках. Расскажите историю о том, как удалось найти могилу участника Первой мировой войны, выходца из селения Хумалак. Цуцев Асан Аркадьевич где-то в своих статьях написал про него. А я прочел это и смотрю, осетин захоронен Первой мировой, и я сразу же увлекся поисками этой могилы. Их кладбища очень организованные, и при каждом кладбище есть как бы бюро, где можно зайти и за каждую могилу информацию. Ну, я начал с этого. Сначала зашел в бюро, поинтересовался именно вот за эту могилу, за человека. Мне пришли, показали, вот здесь человек захоронен. И дали по более развернутую информацию по этому человеку. Я начал копать дальше. И, значит, дошел до музея, в музее до сих пор хранятся его награды, там от австралийских властей, от английских, от британских властей. И вот как бы они помнят о нем и память держат. В Крыме Кульчук его называли, что им тяжело было по-астински выговорить слово «Крым». Удалось ли отыскать его родственников? Я тогда обратился к нам в Министерство иностранных дел и поинтересовался, как можно найти родственников вот этого солдата, который погиб здесь в Первую мировую. Ну, мне ответили, что давно были поиски, да, на самом деле были поиски, и никто так и не смог найти, потому что по тому адресу уже во всех записях другие люди живут. Я знаю очень много из фамилии Азиевых. Я обратился к ним старейшим. И на следующий день позвонил мне родной племянник этого Крыма. И дал мне доказательства, да, я являюсь, это моего отца брат, я являюсь его племянником.
показал мне отца свидетельство рождения, все как полагается. Ну, доказал мне документально, что он на самом деле является родственником, ближайшим родственником этого солдата. Я сказал, каждый год я буду посещать эту могилу, пока я жив. Я повез туда детей и показал им, потому что дети сейчас проходят именно ту программу школьную про Первую мировую войну, и они будут там у себя изложения писать, сочинения писать о том, что в Первую мировую войну осетины внесли свой вклад, и что осетинская кровь тоже пролилась вот на этой земле. Будете ли вы продолжать эту деятельность дальше? У меня есть целый список, где еще там захороненные осетины, на севере Франции захороненные осетины, еще с Первой мировой дореволюционные осетины, которые мигрировали сюда. Ну, вот в таком плане, как бы, каждое мероприятие я стараюсь, уезжаю, собираю людей. Роман, поддерживаете ли вы связь с осетинскими диаспорами в других странах? Да, конечно. В других странах, это в Америке, но в Америке несколько представителей осетинской диаспоры. В Америке, скажем, в Венгрии, потом наши осетины во Франции, в Турции, да, с ними тоже нет, созваниваемся, в Германии тоже. Созваниваемся, общаемся, обсуждаем какие-либо моменты между собой, там, идеями обязательно, что сделать, как сделать. И стараемся эти идеи воплощать в реальность. Роман, спасибо большое за то, что уделили нам время. Мы желаем вам успеха в вашей непростой, но очень важной просветительской миссии. Спасибо большое.